Доброго времени суток, дорогие любители спорта, в частности футбола. Мы начинаем прямую трансляцию матча 13-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Дорогие друзья, сегодня Арктика, местная Арктика, принимает футбольный клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Все готово для начала матча 13-го тура. Ну и давайте вначале перейдем к составам играющих команд. Как и полагается, начнем с гостей. Итак, футбольный клуб «Сахалин». На воротах номер 33 Илья Сиддиков, 5-й номер Андрей Глушко, 4-й Глеб Родионов, 18-й Савелий Солдатов, 10-й Нурсултан Кадырбеков, капитан команды, Илья Жуйков, 23-й, Андрей Савин, 77-й, Никита Никонов, 47-й, 7-й номер Владислав Кон, 8-й Артем Герасимчук и 14-й номер Богдан Данилин. Так выглядит стартовый состав Сахалина, ну а главный тренер команды Антон Бугинский. И хозяева поля, хозяева сегодняшней встречи, футбольный клуб «Арктика», город Якутск. У нас в воротах Александр Лазарев, 30-й, 9-й номер Арсен Лыткин, 11-й Тимур Сивцев, 22-й Алексей Захаров, 15-й Артем Турляков, 7-й номер Никита Угай, капитан команды, 18-й Никус Татаринов, Айтал Филиппов, 20-й, 14-й Алексей Башуров, 5-й номер Константин Ковалев и 2-й номер Илья Левашкин, главный тренер команды Прокопий Федоров. Перед подопечными Прокопия Федорова сегодня стоит задача реабилитироваться, так как в прошлом туре, в 12-м туре, якутская команда в гостях потерпела крупное поражение от Благовещенска, пропустив 8 безответных мячей. Сегодня, конечно, на родной арене команда попытается реабилитироваться. Ну и скажем, что соперник у Арктики непростой. Сейчас Сахалин идет на 5-й позиции турнирной таблицы юношеской футбольной лиги, имея в активе 8 очков. 17 очков, конечно же. Что касается Арктики, то Арктика идет на предпоследней 9-й позиции, имея в активе вот как раз таки 8 пунктов. Во всяком случае, нас сегодня ждет очень интересная встреча, которую обслужит судейская бригада в составе. Главный судья Владислав Плетнев, он представляет Владивосток, а ему помогают вот как раз-таки представители Республики Саха-Якутия. Никита Зубарев и Захар Дегтярев — это линейные, ну а резервный арбитр у нас Роман Кирин, также представляющий Республику Саха-Якутия. Мы находимся на стадионе Туймада. Стадион носит имя основателя физкультурного движения в республике Николая Николаевича Тарского. Стадион вмещает 12 тысяч. Стадион «Красавец», главная спортивная арена необъятной республики Саха-Якутия. Ну что ж, и мы видим, как команды появляются на поле. Футболисты Арктики сегодня играют в домашних синих цветах. Что же касается Сахалина, соответственно, футболисты из Южно-Сахалинска будут играть в белой форме. Представил я составы играющих команд, представил судей и представлюсь теперь сам. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. Звучит футбольный марш. И все готово для начала этой игры. Ну и, конечно, сейчас пройдут традиционные процедуры, рукопожатия и жеребьевка команд. 13-й тур у нас завершается вот как раз таки в Якутске этой встречей. Как я уже сказал, Арктика на предпоследней 9-й позиции, Сахалин идет на 5-м месте. В прошедшем туре, в 12-м, да, вот я уже сказал, как сыграла Арктика. Ну а южно-сахалинцы дома, если не ошибаюсь, стадион называется у них, носит имя «Спартак». Сахалин дома со счетом 4-1 обыграл уссурийский «Локомотив». Ну что ж, команды заряжены. И сейчас, буквально через пару мгновений, Владислав Плетнев даст стартовый свисток. Многое сегодня, конечно, зависит. Очень много, очень важная игра для Арктики. Ну и для Сахалина, конечно, тоже. Ну, сейчас набор очков как бы актуальнее, наверное, для Арктики, которая вот на протяжении практически всего первенства, да, вот находится на предпоследней строке.
Вот беспроигрышная серия из 2 встреч была до встречи с Благовещенском. И, конечно, вот такая вот мощная, да, пощечина могла сказаться на настрое команды. И посмотрим, что сегодня подопечные Прокопия Федорова предложат на домашней арене соперникам из Южно-Сахалинска. Мяч разводить будут гости. Сейчас Плетнев убедится в том, что все готовы. Затишье перед бурей. Арктика по телевизионной картинке справа в синей форме и, соответственно, Сахалин в белой форме слева от вас, дорогие телезрители. Сегодня хорошая погода в Якутске. Вот в предыдущие дни, да, у нас как бы было прохладно, осенняя погода, но сегодня вот вполне солнечная, комфортная погода для игры в футбол на свежем воздухе. Ну и тренерская скамейка хозяев поля. И Прокопий Федоров вот слева по телевизионной картинке сидел в своей знаменитой кепке футбольного клуба «Барселона». Якутский Месси, так его прозвали в социальных сетях ЮФЛ. Ну что ж, стартовый свисток прозвучал, дорогие друзья. 13-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги Арктика-Сахалин. Поехали! Размашистая атака Сахалина на первых секундах встречи завершилась тем, что футболисты, хозяева поля, выбили мяч в аут. Но тут, конечно, можно и нужно прессинговать соперника. Это Лыткин у нас прессингует. Арсен Лыткин, конечно, хорош в прессинге. Конечно, скорость — это не его сильная сторона, но сама отдача у парня имеется. Цепляется всегда за мячи Арсен Лыткин. И, кстати, Арсен у нас, если не ошибаюсь, является лучшим бомбардиром Арктики в текущем сезоне. Да, так и есть. 4 мяча в его активе. И, конечно, сегодня 9-й номер хозяев поля, безусловно, постарается улучшить свою статистику. Ну а что касается Сахалина, да, футбольного клуба «Сахалин», то Владислав Кузнецов там у нас имеет лучший показатель по количеству забитых мячей. У него, кстати, тоже 4 точных удара. Ну, видим то, что в начале встречи Арктика располагается на своей половине поля. Не сказать, что Сахалин прям прижал хозяев поля, но мячом владеет на стартовых минутах именно гости. В атаке Сахалин. И, в принципе, ударная позиция была. И сейчас Кон немножко заигрался. И в итоге атака захлебнулась. Ну вот Лыткин хорошо в прессинге работает. И зарабатывает для своей команды аут. Мог он по правому флангу сейчас бежать дальше. Но и аут — это тоже, согласитесь, дорогие друзья, тоже неплохо. А нет, в итоге вообще у нас, по всей видимости, нарушение правил. Да, давайте смотреть на повторе. Хорошо включился вот Лыткин. Ну а дальше вот свою команду подстраховал Никонов. Мяч в воздухе, будет борьба. Выносится мяч на половину поля хозяев этой встречи. Кон с мячом. Техничный парень, обладающий хорошим пасом. Это подтверждают и цифры. Кон у нас является, ну, входит в число, да, лучших ассистентов. Ну, не лиги, конечно, в целом, но своей команды это точно. В этом сезоне у него 3 точные передачи. И сегодня многое будет зависеть именно от его действий. Это в плане атаки Сахалина. Но уже вот за пару минут он себя проявил. Видно, что у парня с дриблингом все в порядке, как и с техникой.
Звучит свисток, мяч покинул пределы игрового поля. И, кстати, вот чувство вот ностальгии, да, вызывает сегодняшняя встреча, так как раньше вот в Якутске, в республике, но давайте об этом позже. Арсен Лыткин разгоняет очередную атаку Арктики. Передача хорошая, но тут положение вне игры, кажется, было, да? Все верно. Захар Дегтярев поднимает флаг, положение вне игры. Передача, задумка-то была хорошая. Арсен Лыткин получил мяч, продвинулся с мячом и на Тимура Сивцева выполнял передачу, но Тимур Сивцев немножко вот в темп не попал. Ну и вот то, что чувство дежавю, да, вызывает данная встреча. Вот раньше в Якутии существовал футбольный клуб под названием Якутия, то есть одноименная, да, команда. Выступала эта команда вот во втором дивизионе зоны Восток первенства России. И тогда вот как раз-таки в рамках этого соревнования вот здесь же, на этом же стадионе, на Тоймаде, приезжал футбольный клуб «Сахалин». Интересные встречи, конечно, были. Ну и сегодня вот, так сказать, более молодая версия, да, противостояния тех времен. Но сейчас уже не Якутия, а Арктика, совсем другая команда. Ну а Сахалин, я уверен, то, что вот выступает вот дублем, да, основной команды. И в скором времени вот воспитанники этой команды будут пополнять ряды основного клуба этой области. Ух, тут стык, нарушение правил, и Плетнев фиксирует нарушение правил против Ильи Жуйкова. Были нарушены правила, и сейчас у нас с вами ждет, ну тут, конечно, да, зацепил левую ногу, без всяких сомнений, это нарушение правил. У мяча Артем Герасимчук, рядом с ним никого нет, и ну, удар-то вряд ли с этой позиции, хотя в этом сезоне, да, мы видели и не такие голы. Есть у нас в ЕФЛ дальнобойщики, ну что ж, это что-то среднее между ударом и прострелом было, но тут с передачей не получилось, В принципе, могло опасно выйти, но перехват, серия перехватов и хорошая закидушка вот вперед в сторону штрафной якутян. Еще одно падение. Нарушение правил. Вот Плетнев не сразу, да, свистнул, но Никита Зубарев, вот линейный, подсказал, что нарушение правил все-таки было. Ну и вот сейчас мы видим то, что Плетнев... Ну, сейчас мы видим повтор. Вот я сейчас комментаторской позиции вот наблюдал, как Плетнев с Зубаревым очень в экспресс-режиме, да, вот обсудили этот момент. И второе нарушение правил к ряду в исполнении якутян. И у мяча вновь Герасимчук в предыдущем стандартном положении. Вот он то ли пробивал, то ли делал передачу. Ну и сейчас вот видим, судя по стойке, да, будет пытаться закручивать с левой ноги в ближний угол. Стенка из двух футболистов выстроена у якутян. И смотрим. Удар закручивается. Опасно. В дальний угол метил Герасимчук. И, как мы видели, мяч немногим выше пролетел. Опасный момент в исполнении футболистов Сахалина. Ну и как принято, да, у Арктики, вратари у нас не выносят мячи. Обычно у нас передают это право полевым игрокам. Ну и в этом случае тоже Лазарев передал право ведения мяча своему сокоманднику. 7 минут команды уже отыграли, и преимущественно сейчас с мячом гости. Арктике надо активизироваться, дорогие друзья. И вновь потеря, и гости сейчас будут пытаться организовать очередную атаку, которая захлебнулась. И сейчас Арктика никак не может выйти из своей зоны. Сейчас мимо Угая мяч пролетел, и игровым снарядом вновь владеют футболисты Сахалина. Но преимущественно вот правым флангом, да, атакуют гости. У нас там Кон, извиняюсь, активный очень парень, хороший в движении, очень юркий. И преимущественно вот через его владение пытаются выстроить атаку гости. Ну, борьба у нас, не сказать, на подступах штрафной Сахалина. Так, ну тут сами себе могли сейчас привести опаснейший момент футболиста Арктики. Филиппов вводит мяч в игру. Против Сивцева тут
жестко, но в рамках правил вступили в борьбу и мяч перехватили сахалинцы. Ну и, как мы видим, Арктика вот традиционно, да, вот играет привычной формацией. У нас выдвинут один форвард, роль которого исполняет Арсен Лыткин. Ну и ему, конечно, будут помогать игроки атакующей линии, которые расположились ниже. Очередное нарушение правил. На старте у нас что-то часто, да, вот звучит свисток. Ну тут, да, на повторе мы, конечно, четко видим, что жестко Константин Ковалев встретил своего соперника. Ну, это то, о чем я говорил, да, в начале нашей трансляции. Футболисты Арктики вышли заряженными на эту встречу. Беседовал я до еще встречи с главным тренером команды. И вот Прокопий подтвердил, что команда настроена выложиться на все 100-115%, чтобы вот оправиться после крупного поражения, которое якутяне потерпели от Благовещенска. В прошедшем туре они 8 получили от футболистов Благовещенска. И, конечно, это может сказаться на психологическом состоянии команды. Но Сахалин сейчас в атаке. Хорошая передача адресовалась Богдану Данилину. Выбегал он на убойнейшую ударную позицию, но на месте оказались защитники Арктики. Сивцев хорошо, казалось бы, вступил в борьбу и мяч перехватил, но мы видим, хорошо владеют игровым снарядом гости. Здорово перекатывают. Ну и они, конечно, тоже не идеально. Мы видим, тоже наблюдается неточные передачи, срезки. Но вот по итогам вот прошедших 10 минут первого тайма мы, конечно же, ясно видим, что в начале игры лучше себя проявляют сахалинцы. Ну вот, вновь атакуют правым флангом. И не идут вперед, сломя голову. Позиционную атаку выстраивают гости. Хорошо перекатывают мяч. Ну а Арктика вот прижалась, конечно, к своим. Ну не штрафной, но не может никак выйти из своей половины поля. И сейчас Лазарев отправляет мяч вперед. Но не доходит мяч никак до Лыткина. Вот сейчас ему адресуется. Но Лыткин со стартом немножко опоздал. Но он бороться может, мы это знаем. Но тут Никита Никонов, конечно, очень хладнокровно сыграл. Алексей Захаров хорошо сейчас на перехвате сыграл и предотвратил, да, опасную контратаку гостей. Так, нарушение правил, и Плетнев показывает, что можно продолжать эту атаку. И сейчас справа у нас Кон есть, выходит он, ну не на ударную позицию, но можно простреливать. 7-й номер принял решение пробить. В створ он не попал, но опасный момент, очередной опасный момент гости организовали. Немножко посыпалась оборона якутян в этом эпизоде. Очень резвая контратака гостей вот могла завершиться взятием ворот. Ну, надо проснуться как-то футболистам Арктики. Для этого, ну, чтобы играть в футбол, да, надо для начала, конечно, завладеть мячом. Но вот сейчас одна из немногих атак якутян. Чем она завершится, давайте смотреть. Слева есть Сивцев. Но Захаров тут передержал мяч, мне кажется. И Лыткин сейчас хорошую передачу делал на Угая. Но 7-й номер, мне кажется, забежал все-таки в офсайд. Сам он, Никита, это понял. И вот даже остановил, да, движение в сторону передачи. Ну и в свою очередь Захар Дегтярев, линейный, который у нас находится на дальней, так скажем, стороне поля, даже не стал поднимать, да, флажок. Всем все было ясно. Ну, согласитесь, дорогие друзья, у нас хороший такой темп сейчас наблюдается. Резвый, веселый футбол. Больше атакуют гости, но мы видим то, что Арктика при, конечно, первой же возможности тоже пишет вперед.
Всегда очень интересно наблюдать за играми вот именно, ну, не детских, а юношеских команд. Я напомню, что вот Дальневосточная юношеская футбольная лига — это первенство среди команд, за которые играют футболисты не старше 16 лет. Ну и, конечно, это специфика возраста, да, когда юношеский максимализм, вот эта вот заряженность, изобилие энергии вот выливается часто вот в такие встречи. И всегда, конечно, очень интересно наблюдать. Ну вот как до последнего у нас борется Сивцев, да? Даже вот что-то похожее на удар Скорпиона выкинул Сивцев, вот, пытаясь овладеть мячом. Вот сейчас он, нутмек, кричат в этой ситуации в уличном футболе. Меж ног 11 номер хорошо прокинул. И мячом сейчас владеют футболисты Сахалина. Кон смотрит вперед, но передача, конечно, не получилась. Ух, ну нельзя так отдавать передачу назад. Сейчас капитан мог привести гол в свои ворота. Очень небрежно делал передачу назад. И, конечно же, футболист Сахалина пытался воспользоваться этой оплошностью, но простили хозяев поля. Ну и чаще стала атаковать у нас Арктика. Лыткин продвигает мяч, остановился, ищет партнера взглядом. И нашел он Угая. Хорошая передача на Сивцева. Сивцев что будет делать в этой ситуации? Ну, казалось, что успевает 11-й номер Арктики. Но не доработал, что ли? Не знаю, конечно, легко судить, находясь на комментаторской позиции. Но как зритель, не знаю, мне показалось, что мог успевать на эту передачу. Но другое дело, тут в штрафную никто не забегал. Передача-то от Угая была прям шикарная. Но после этой передачи у нас в штрафную никто не побежал. Это я успел заметить. Активная борьба ведется за мяч. Неточная передача. И игровой снаряд выносится в сторону центра поля. Кон. На скорости сейчас вот как легко убежал-то от Айтала Филиппова. Надо быть очень внимательным с 7-м номером Сахалина. Но не от одного него исходит угроза. В целом Сахалин выглядит очень впечатляюще. Здорово владеют мячом. При надобности могут и в быструю контратаку, быструю атаку побежать, но и при этом они могут еще и вот позиционно здорово владеть мячом, что, собственно, они сейчас и делают. Неспешно и со вкусом катают мяч сахалинцы. Ну а Арктика, конечно, она сейчас оживилась. Вот, в первые 10 минут совсем редко-редко они выбегали в атаке и не могли никак завладеть мячом. Если даже вот игровой снаряд в ноги якутян попадал, то ничего такого отдельного придумать они не могли. Но сейчас количество, да, вот контратак стало больше. Ух! Уверен, что вот этот момент с Коном, да, попадет в итоговый хайлайт в этой встрече. Владислав Кон очень красиво убрал мяч под себя. И тут уже, конечно, Артем Турляков, проиграв, да, позицию, нарушил правила. 4 фола уже накопили якутяне. И половина из них вот на счету Артема Турлякова. Подача во вратарскую. Уверен, что не так задумывалась эта подача. И тут, конечно, без вариантов Александр Лазарев мяч зафиксировал. Лыткин с мячом. Ух, ну тут совсем, конечно, передача не получилась. Адресовалась она, как я понял, Алексею Захарову. Но подставить ногу под нужным углом у 9-го номера Арктики не получилось. Справа там в этом эпизоде никто не поддерживал. Лыткин цепляется за мячи. И Захаров сейчас здорово помог. Лыткин ищет варианты. Слева забегает у нас Сивцев. Ну и тут по ногам, конечно, здорово зарядили Лыткину. И атака Арктики. Попытка пробить издали в исполнении Артема Турлякова. Здорово Артем развернулся.
Передача на Лыткина не прошла. И сейчас посмотрим, чем же ответят футболисты Сахалина. Выносится мяч далеко-далеко вперед. Илья Сиддиков сыграл в 11-го полевого. И в атаке Сахалин. Кон с мячом. Тут здорово его встретил Айтал Филиппов. Ну и, конечно, вот что отличает, да, вот хорошего, качественного игрока атакующей линии, это, конечно же, быстрота принятия решений. Ни в коем случае не говорю, что Кон замедлил в этом эпизоде. Я просто к тому, что если замедлить, да, с принятием решения, то, как в этом эпизоде, конечно же, мяч у тебя выбьют. Но Кон себя в этом матче здорово проявляет. И очередное нарушение правил. По фолам у нас уже 5-1. Видим, да, кто более заряжен. И сейчас будет удар. Артем Герасимчук. Штатный исполнитель всех стандартных положений Сахалина сейчас попробовал пробить. Удар получился не самым мощным. И Лазарев без проблем зафиксировал этот мяч. Вот заметьте, да, сколько же вот, времени проводит с мячом Арсен Лыткин. Это играют часто на него. Вот даже, вот, казалось бы, да, парень коренастый, умеет цепляться, может, в принципе-то и головой сыграть. Выполняет роль единственного форварда. Но мы видим то, что он отыгрывает как на фланге, так и ближе к середине поля. Очень много мячей он получает. Ну, такой, знаете, нападающий распасовщик. Если бы это был бы мини-футбол, то Лыткин бы, конечно же, играл бы столба. Сегодня я уверен, то, что любители футбола, да, после этой трансляции вечером, конечно же, включат трансляцию финала чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России накануне завоевала, вырвала право сыграть в финале домашнего мундиаля, обыграв команду Швейцарии в просто вот настоящей драматичной игре, сравняв счет на последних секундах, вот сделав, да, счет 5-5 и переведя игру в серию пенальти. И вот с точек, точнее, были наши ребята. И в финале команда встретится с командой Японии, которая в своей встрече 1-2 обыграла со счетом 5-2 команду Сенегала. Финал чемпионата мира по пляжному футболу Россия-Япония, дорогие друзья, сегодня в 19:30 по московскому времени стартует. Уверен, там тоже будет очень интересное зрелище. Ну, а мы, конечно же, наблюдаем за другим зрелищем. За действием, которое носит название матч 12-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Арктика и Сахалин продолжают играть в активный, хороший такой по темпу футбол. И смотрим, Сахалин в атаке, навес на дальнюю, Кон делает скидку, и сейчас до удара делает, дойдет, не дойдет, выбили мяч. Якутяне очень опасно. Ну, отметим, что на дальней штанге, да, вот Кон практически был без присмотра. Конечно, там был игрок Арктики, но, по сути, он никак не контролировал седьмого номера Сахалина. И Кон выполнил скидку в центр вратарской. Но там после непродолжительного танца, да, мяч все-таки был выбит. Угловой удар. Немного, кстати, сегодня угловых. Ну и как вы думаете, кто мяча? Конечно же, Артем Герасимчук будет подавать. И со своей рабочей левой ноги делают передачу. На дальнюю закручивал Герасимчук. Вот не разобрал я, кто именно сейчас вот наносил удар, но очень опасный эпизод. Давайте посмотрим на повторе. Ну, с общей картинки, да, тоже не смогу я с точностью сказать. Ну, как мне подсказывает режиссер, да, телетрансляции, видимо, все-таки удар у нас наносил Глеб Родионов, защитник Сахалина. Прибежал на дальнюю. Это
как бы базовые, да, такие вещи в футболе. При розыгрыше мяча, при атаке позиционной обязательно вот в нужный момент на дальнюю штангу должен забежать игрок. Обязательно дальняя штанга никогда не должна пустовать. Продолжается атака Сахалина. Удар. Блокируется этот удар. Ну что ж, прижали сахалинцы якутян к своим воротам. И сейчас у Никита Угай будет разгонять атаку. Ну тут... Вот говорим, да, то, что Лыткин хорош в борьбе, но тут его габариты сыграли против него. Бежал в сторону ворот соперника, но вот именно, я думаю, то, что габариты не позволили ему так ловко, быстро развернуться, среагировать на эту передачу. И в свою очередь, конечно, там уже Глеб Родионов отработал свою задачу. Очередное нарушение правил, и будет подача в штрафную. Будет разворачиваться сейчас футболист Сахалина. Ну, сколько уже таких моментов, да, когда прям внутри штрафной гости получают мяч и вот ищут варианты, да, продолжения атаки. И в итоге в последний момент все-таки удается якутянам выбить мяч и попытаться организовать свою атаку. Кон с мячом. Хорошая передача на Савина. Савин делает прострел вдоль ворот. И сейчас до удара дело дойдет. Герасимчук пробивал, и ему в последний момент... Угай помешал. Ну вот как здорово Савин, да, все сделал. Прострел вдоль ворот, и мимо всех мяч пролетел. И очень опасный, очередной очень опасный эпизод в исполнении футболистов Сахалина. Так, ну с той стороны у нас подает Андрей Савин, который сейчас мог отличиться результативной передачей в предыдущем эпизоде. Ну, Герасимчук-то у нас левша. С той стороны, конечно, удобнее будет подавать правше. Ну и давайте смотреть. Мягкая такая подача. Еще один угловой будет. Да, все верно. Никита Зубарев очень уверенно указывает на то, что будет подача с углового, но уже с другой стороны. Ну вот сейчас уже, конечно же, с левой будет у нас подавать Артем Герасимчук. Много футболистов внутри штрафной. 5 футболистов Сахалина я насчитал. Но подача прям... Ох, удар какой! Открывает счет Сахалин. Ну, скажем то, что... Отдадим должное, да, Сахалин на этот гол наиграл. И вот после целой серии подач с углового флажка счет все-таки открыт. И, как я понимаю, у нас результативный удар на свой счет записал Владислав Кон. Попробуем разобраться на повторе. Ну и давайте смотреть. Хорошая подача. Ну тут, да, 2 семерки у нас хлестнулись на линии вратарской. Да, вот как локтем у нас работал Никита Угай. Но, думаю, надо было, конечно же, прыгать и бороться в воздухе, нежели оттолкать локтем соперника. В итоге, ну... Владислав Кон очень просто вот выбрал позицию и просто направил мяч в ближнюю от себя девятку. Счет на 27-й минуте у нас открыл Владислав Кон. Как отреагируют на это взятие ворот подопечные Прокопия Федорова? Вот такой вопрос меня сейчас интересует. Не хотелось бы, чтобы реакция на забитый гол была такой, что сейчас всех будем ронять, косить. Алексей Захаров сейчас нарушал правила. Помним мы то, что в предыдущей домашней серии у нас Никита Угай, капитан команды, да, на эмоциях прям скосил своего соперника и был удален с поля. Надо, конечно, держать все под контролем. Хорошая передача на Сивцева. Нет, сейчас Плетнев просит еще раз разыграть. Поспешили футболисты Арктики. Ну и, конечно, нарушение правил тут, безусловно, было.
Забегал по левому флангу у нас Сивцев, ему адресовалась эта передача, и без положения вне игры он как раз-таки откликнулся на эту передачу, но Плетнев все-таки сказал то, что будем разыгрывать по свистку. Хозяин барин, судья, командует этим баллом. И смотрим, как он сейчас снова разгоняется, но это уже такое, знаете, такое личное противостояние. Желтая карточка, первая, кстати. Показано на Айталу Филиппову. Вот как раз, да, я говорил о том, что у нас такое противостояние уже. Двадцатки якутян и вот семерки сахалинцев. Вот Кон и Филиппов вот уже который раз встречаются на правом фланге на этом участке поля. И, не знаю, по моим наблюдениям, в этой дуэли пока впереди Владислав Кон. Очень быстрый такой, резвый парень, на скорости очень легко ранее убегал, но на этот раз мы видели то, что Айтал Филиппов уже разгонялся и, в принципе, на одной скорости с ним был, но все-таки был вынужден нарушать правила. Герасимчук, уже который по счету интересный удар Артема в этой встрече, пробивал он не только со стандартных положений, но также наносит удары и с игры, как мы видели в минувшем игровом эпизоде. Лыткину надо бороться. Прям вытолкал своего соперника, оттолкнул. Двух сразу соперников он уложил на газон. И смотрим, то, что у нас повреждение получил футболист Сахалина, но продолжают атаку футболисты Арктики. Посмотрим, чем это закончится. Никита Угай делает передачу на правый фланг. Захаров там. Передача обратная на Никиту Угая. Прострел вдоль ворот. В игру вступает вратарь. Не получается сразу отбиться сахалинцам. И сейчас вот удалось им выйти из своей половины поля. И ответная атака опасная может получиться. Передача хорошая была адресована Кадырбекову, капитану команды. Но тот вот с балансом тела не справился в этом эпизоде и все-таки рухнул на газон. Ну вот, вновь у нас игра взорвалась, и видим то, что команды играют на встречных курсах, что, конечно же, нас только радует. Очередное хорошее действие в прессинге в исполнении 9-го номера Арктики. Ну, было бы хорошо то, что если бы были ребята, да, готовые сыграть на подборе. Лыткин уже который раз вот на перехвате хорошо действует, но каждый раз вот никого в сторону отскока нету. Это вопрос, конечно, тоже к формации, потому что у нас Лыткин, он выдвинут единственным форвардом. Но по краям, конечно, было бы неплохо, если бы наши вингеры тоже были наготове, да? Так, есть падение, но нет свистка. Будет продолжать сейчас атаку Арктика. Разгоняет атаку Илья Левашкин. Какую скорость набрал второй номер Арктики? Вот Илья Левашкин, второй номер, да? Как Кафу в лучшие годы в составе сборной Бразилии, итальянского Милана. Вот готов был, как Кафу, да, всю правую бровку сейчас пробежать на этой скорости. Но все-таки сахалинцы смогли остановить нашего крайнего защитника. И сейчас Кон очень активен на своем фланге. Вот Кон и господин Кадырбеков, да, капитан команды, капитан сахалинцев. Здорово они чувствуют друг друга, движение друг друга. Сыграны ребята. И вот сейчас Кадырбеков выходит на ударную позицию, делает передачу вдоль ворот, доигрывается эпизод. Но все это время был поднят флаг бокового. Но это, видимо, да, когда Кадырбеков получал мяч, был он уже в положении вне игры. Ну, сейчас тут Кадырбеков, да, что-то с Плетневым обсудил. Ах, ну тут, конечно, здорово. Блокировали, да, удар якутяне. Отбивается всеми силами. Ну, конечно, да, вот как раз я говорил о том, что Кадырбеков и Кон очень хорошо чувствуют друг друга. Оба очень оба очень техничные ребята. И вот с передачами на коротке, вот со всякими вот этими
тонкими такими трюками у ребят все в порядке. И что, собственно, они показывают. Вот преимущественно, да, вот если у нас Кадырбеков ближе к центру играет, то Кон у нас на правом фланге. Они здорово вот организовывают такие креативные, умные атаки своей команды. Ну а сейчас Арктика пытается выйти из своей зоны, но, увы и ах. Продолжает владеть мячом Сахалин. Кадырбеков делает передачу на Жуйкова. Жуйков делает пас дальше. Вновь с мячом Жуйков. Отыгрывает назад на защитника. И сейчас попробуют провести сахалинцы одну из немногих атак через левый фланг. Ну, есть, говорим, да, о том, что вот у нас стадион Туймада имени Николая Николаевича Тарского. Это главная спортивная арена. Вот не только Якутска, да, столица республики, это вообще в целом главная спортивная арена. Так, тем временем удар неточный. Это главная спортивная арена всей республики. Также у нас есть крытый футбольный манеж Дохсун с трибунами на 3000 мест, то есть крытая футбольная арена, готовая принять матчи вот самого высокого уровня, включая вот матчи ЮФЛ. 2-1 по ударам в створ. Сахалинцы нанесли 2 удара в створ, один из которых был точным. Напомним, у нас на 27-й минуте счет встречи. Ну, пока что единственный, да, гол у нас забил Владислав Кон после подачи с углового. И пока после этой 27-й минуты мы результативных ударов еще не видели. Но есть условия у Якутии, да, вот чтобы играть в большой футбол, чтобы развивать, да, футбол. И как раз вот этот вот проект масштабный ЮФЛ, он очень к месту оказался. Мы, ну, любители футбола, да, очень рады, что данные соревнования стартовали. И у ребят, которые вот у тысяч ребят, которые начинают играть в футбол в самом таком, ну, с детства, да, у них есть вот определенный стимул. Например, цель, вот буду я играть, и в один день я пробьюсь в Арктику. Тем временем 5 минут остается играть в первом тайме. Напомню, что на соревнованиях вот среди футболистов не старше 16 лет у нас играют по 40 минут. Но тут, конечно, Лыткин, да, грубо играет, но можно продолжать. Но я уверен, что Владислав Плетнев проведет, наверное, такую короткую профилактическую беседу при первой же возможности. Ну вот тут, да, видим. Это откровенная, конечно, грубость. Лично я вот не сторонник проявления эмоций вот именно в таком виде. Спортивная агрессия одно, но грубость это уже совсем другое дело. Как всегда люблю цитировать, да, в таких ситуациях строки из песни Тенниса Мяги, легендарного гимна Олимпийских игр 80-го года. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Конечно же, можно, да, что-то списать на нежный возраст, потому что ребятам все-таки по 15-16 лет, но, конечно, учиться вот таким азам нужно с самого раннего детства. Итак, смотрим, Кон с мячом, здорово тут он, конечно, накрутил Сивцева и идет дальше, но тут Захаров вновь его встретил, Филиппов, извиняюсь, вот это вот противостояние, да, Филиппов свой актив записал, 1 балл, Угай включается в борьбу, и сейчас, конечно, будет вынос. Никита Угай вот в первых матчах сезона, да, он как бы выполнял роль такого, знаете, вингера, который смещается в центр, который готов откликнуться на такие вот дальние передачи. Но вот ближе, наверное, ну, к туру, не знаю, к 6-му, что ли, к 7-му, вот Угай уже как-то начал играть ближе к центру поля, переквалифицировался практически в центрального полузащитника, но при этом у него, конечно же, вот мобильность и дриблинг на высоком уровне. Задумка это, конечно, Прокопия Федорова, и Угай стал менее заметен, но это для обывателя, да, которым я тоже являюсь, но, конечно же, Угай выполняет очень большой объем работы, вот именно он подключается и к защите, и несет ответственность за вот такие умные, продуманные передачи именно в центре поля. Ну вот сейчас Угай подключился, мяч перехватил. Да, и продолжая разговор
таком футболе, да, высокого всероссийского уровня в нашем регионе, в республике Саха-Якутия. Есть у нас вот Арктика, которая выступает в ЮФЛ ДВ до 16 лет. Также у нас в этом... Ух, тут как жестко встретили, но все в рамках дозволенного, считает Плетнев. Его свисток в этом эпизоде промолчал. Ну, есть у нас еще мини-футбольный клуб «Заря». Радостная новость для любителей якутского футбола и мини-футбола в этом сезоне. В предстоящем сезоне высшей лиги, да, России, чемпионата России по мини-футболу, «Заря» заявилась спустя год передышки. Эта передышка была связана с разными проблемами. А тем временем атака Сахалина и Филиппов выбивает мяч. Ну вот, «Заря» все-таки заявилась у нас за высшую лигу и будет представлять Якутск уже в 22-м, если не ошибаюсь, по счету сезоне для себя. Вот сейчас из состава, да, высшей лиги «Заря» является самой такой пожилой командой. И вот, конечно, ребята, которые в республике играют в футбол, мини-футбол, вот есть у них цели теперь попасть в Арктику, попасть в «Зарю». И опасный момент на последней минуте первого тайма. Арктика в атаке. Что сейчас придумает? Ох, ну тут, конечно, Алексей Захаров протащил мяч к штрафной. Там даже вот серия обманных движений. И потом вот довел все-таки он дело до того, что, ну, заработал угловой для своей команды. Это, как я понимаю, на ваших телеэкранах только что был Антон Бугинский, главный тренер Сахалина. Да, все верно. Ну и скандируют, да? Скандируют трибуны. Нужен гол. Хорошо было бы, конечно, уйти на перерыв, сравняв счет. И сейчас будет подавать Никита Угай. Давайте смотреть. Есть подача на ближнюю. В сторону ближней подавал капитан Арктики. Что получится сделать вторым темпом? Давайте смотреть. Захаров делал передачу. Дальше Лыткин получает мяч. Развернуться и попробовать пробить. Удар есть! Сейв! Сейвище Ильи Сиддикова. Выручает страж ворот свою команду. Но это, наверное, первый такой по-настоящему опасный момент, да, в исполнении хозяев поля. Лыткин хорошо увидел Артема Турлякова. Тот пробивал, но все делал правильно. Может быть, не самый угол удар пришелся, но... Тут в динамике, конечно, он делал все верно. Ну и, конечно, выше всяких похвал сыграл Илья Сиддиков. Еще одна атака якутян. Захаров пробивал. И продолжается эта атака. Мяч в воздухе. И Кадырбеков мяч выносит вперед. И сейчас нужно, конечно, очень внимательно сыграть Константину Ковалеву, с чем он справился. Ну что ж, основное время у нас уже завершилось. Я напомню, что в соревнованиях до 16 лет у нас играют по 40 минут. Основное время завершилось, и у нас увидим то, что вот в табличке компенсированного времени уже более минуты сыграли. Пока резервный судья у нас табличка не выходил, но, по всей видимости, да, Плетнев добавил 1 минуту дополнительно к первому тайму. И, собственно, Владислав Плетнев дает свисток на перерыв, тем самым отправляя футболистов на отдых. 1-0 таков итог первого тайма. Напомним, у нас единственный точный удар в этой встрече на 27-й минуте после подачи с углового нанес Владислав Кон. Пока все выглядит логично. Сахалин играет активнее и больше атакует. 1-0 в пользу Сахалина по итогам первого тайма. Увидимся с вами.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу прямую трансляцию матча 13-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. После первого тайма у нас впереди Сахалин с минимальным преимуществом. Единственный точный удар в этой встрече на 27-й минуте нанес головой, уточним, нанес Владислав Кон после подачи углового, с углового. И сейчас, как мы видим, команды уже вышли на поле и готовы начать второй отрезок. И серия замен готовится у нас в составе Арктики. На поле вышел Ярослав Волошин под 19 номером. Также вышел Никита Гамзяков. Так, у нас с игры ушел Тимур Сивцев. Но вот кого Ярослав Волошин, да, заменил, я проглядел. Но по ходу встречи сейчас мы, конечно, с этим разберемся. И у нас 1-0 ведет Сахалин. В первом тайме действительно команда из Южно-Сахалинска была активнее. Она организовывала больше опасных атак. Да и в целом по владению мяча, да, 59% у Сахалина. Согласитесь, преимущество существенное. Итак, Владислав Плетнев дает свисток, и второй тайм начинается. По итогам первой 40-минутки, да, у нас Сахалин нанес 11 ударов против 3 у Арктики. А вот что касается по ударам в створ, да, 2-2 у нас там равновесие. Но в целом, конечно, я думаю, вы сами все прекрасно видели. Сахалин выглядит предпочтительнее. Не сказать, что прям растаптывает своего соперника. Нет, конечно, Арктика бьется. Хорошая, мягкая такая подача в центр вратарской. Но на месте Илья Сиддиков. У Ильи Сиддикова в этой встрече, в принципе-то, работы не было. Разве что вот в конце первого тайма очень хорошую атаку организовали якутяне. И удар пришелся вот в левый угол от Сиддикова. И вот здорово страж ворот в этом эпизоде справился. Повреждение получает игрок Сахалина. И, по всей видимости, понадобится помощь медицинского персонала. На газоне у нас Богдан Данилин. Давайте смотреть на повторе. Ух, ну тут вышедший на замену Никита Гамзяков, да, вот на свежих ногах. Вот, прям говорил я о том, что Сахалин не растаптывает Арктику, но вот тут свежий Никита Гамзяков вот прям растоптал своего соперника Богдана Данилина. Надеемся, что обойдется без каких-либо серьезных повреждений. Пожелаем здоровья Богдану и надеемся, что он сможет продолжить эту встречу. На ваших телеэкранах Антон Бугинский со своим помощником. Это главный тренер футбольного клуба «Сахалин». Но тут пришлось, да, Александру Лазареву покинуть свои владения. И, как мы поняли, это своевременно очень сделал страж ворот якутян. Не смог он зафиксировать и перестраховался просто-напросто, вот, выбив мяч за предел игрового поля. Идет к мячу у нас Андрей Глушко. Будет он вводить мяч. Ну, у Сахалина, да, вот без изменений. Замен не было. Ну и давайте мы быстренько пробежимся по составу команды гостей. И это зависит во многом от атаки якутян. Лыткин разгоняется, но так и не смог догнать мяч. Мяч движется быстрее человека, мы все это прекрасно знаем. Итак, состав футбольного клуба «Сахалин». На воротах 33-й Илья Сиддиков, 5-й Андрей Глушко, 4-й Глеб Родионов, 18-й Савелий Солдатов, 10-й Нурсултан Кадырбеков, капитан команды, 23-й Илья Жуйков, 77-й Андрей Савин, 47-й Никита Никонов, 7-й Владислав Кон, автор пока что забитого, единственного забитого мяча, 8-й Артем Герасимчук и 14-й номер Богдан Данилин. Как я уже сказал, главный тренер команды Антон Бугинский.
Так, вот составом Арктики тут, конечно, немножко посложнее будет. Мы знаем то, что из игры у нас вышел Тимур Сивцев, 11 номер. На воротах у нас все по-прежнему Александр Лазарев, играющий под 30 номером. 9-й, единственный форвард оттянутый, Арсен Лыткин. Ну а сейчас нарушение правил, как я понимаю, будет желтая карточка. Да, Горчичник показан Андрею Глушко. Активен Глушко во втором тайме. Ну и вот мы видим то, что грубо в этом эпизоде сыграл и получил желтую карточку. 9-3 по фолам, скажем так, в пользу Арктики. Арктика намного чаще нарушает правила, но продолжим мы озвучивать состав Арктики после розыгрыша данного стандартного положения. Ну, смотрим. Ух, ну тут, конечно, это желтая карточка. Глушко вот встретил вытянутой ногой, это очень опасно. Ну, благо обошлось, да, без травм. Смотрим, что придумает Арктика из этого стандартного положения. Никита Угай отходит от мяча. И смотрим, это удар. И можно набивание сыграть. Лыткин налетел тут прямо на вратаря и получает желтую карточку. Так, Арсен Лыткин. Ну тут, конечно, да, спорный момент. С одной стороны, да, футболист должен играть до конца, но с другой стороны, тут, конечно, кто первый на мяче. Вот динамики это не смог я увидеть. Ну, давайте смотреть. Вот удар. С первой попытки не удалось зафиксировать Сидикову, да, мяч. Но Сидиков может продолжать игру. Всегда такие столкновения, конечно, неприятны, конечно. Но благо, что Сидиков повреждений не получил. Ну так вот, да, в динамике все получилось. И Лыткин, конечно, оказался в этом эпизоде неправ. Так, у нас замена в составе Сахалина. Поле покидает Савелий Солдатов. И вместо него сейчас на поле выйдет Егор Полякин. Ну, как я понимаю, Антон Бугинский, ну что, по счету будет играть? У нас Савелий Солдатов в центре играл, а сейчас, получается, выходит номинальный защитник. И, видимо, Сахалин уже будет, ну, не то чтобы закрываться, но уже делать больший акцент на удержание счета и, конечно же, по мере возможности идти вперед. Ну так, продолжим озвучивать состав футбольного клуба «Арктика». Арсен Лыткин 9-й, 22-й Алексей Захаров. Вот как раз-таки он, кажется, покинул поле, да. Но я не вижу Арсена сейчас. Алексея на поле. 15-й Артем Турляков, 7-й Никита Угай, капитан команды, 18-й Никус Татаринов, 20-й Тал Филиппов, 14-й Алексей Баширов, 5-й Константин Ковалев и 2-й номер Илья Левашкин. Так выглядит состав футбольного клуба «Арктика» во втором тайме. Главный тренер команды Прокопий Федоров. Ну и обслуживает данную встречу судейская бригада во главе с Владиславом Плетневым из Владивостока. Ему помогают линейный Никита Зубарев, Захар Дегтярев и резервный судья Роман Кирин. Все трое представляют Республику Саха-Якутия. Всеми силами, всеми правдами и неправдами пытается Арктика выйти из своей половины поля. Угай мягкую передачу выполнял в сторону Филиппова, но не удается никак выйти сейчас. Что будет? Ну, тут совсем опасно, конечно, не разобрались игроки Сахалина. Ну и с ударом тут, конечно, не получилось. Это Богдан Данилин. Ну, подкараулил, да, эту ошибку якутян. И мог он, конечно же, сейчас удваивать преимущество своей команды. Но тут, конечно, вопросы Константину Ковалеву. Очень ненадежно сыграл Константин. Вот решил он сопроводить, да, мяч до Лазарева, но тем не менее вот он корпусом никак не контролировал Богдана Данилина, который вот убежал в сторону и, к счастью для якутян, не попал по воротам.
Если говорить о турнирном положении команд, сейчас Сахалин идет ну, до этой встречи, да, шел на 5-й позиции. Конечно, не будем забегать вперед. Как будет выглядеть таблица по итогам этой встречи, мы с этим разберемся позже. Но, по крайней мере, до начала этой встречи Сахалин шел на 5-й позиции, имея в активе 17 очков. Арктика продолжает оставаться уже на протяжении многих-многих туров на предпоследнем 9-м месте, имея в активе 8 пунктов. Таково турнирное положение команд. В предыдущем туре, вот как раз в перерыве, я думаю, все вы, дорогие телезрители, видели, да, обзоры прошедших матчей. И в прошедшем туре, в рамках 12-го тура, у нас Арктика потерпела крупное поражение в гостях от Благовещенска, пропустив 8 безответных мячей. Ну а что касается Сахалина, то Сахалина дома в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» со счетом 4-1 переиграл Локомотив из Уссурийска. В следующем туре Арктика сыграет с одним из лидеров таблицы, командой специализированной школы Олимпийского резерва номер 2 из Комсомольска-на-Амуре. Сейчас опасный момент, падение штрафной есть, но без внимания господина Плетнева остался этот эпизод. По мнению главного арбитра, нарушения правил там не было. Но потом мы, конечно же, повторы посмотрим. Судье виднее. Продолжается сейчас атака Сахалина, и можно бить сразу. На левом фланге оказался у нас Артем Герасимчук. Делал прострел вдоль ворот. И Андрей Савин очень с опасной позиции пробивал. Он, отметим, что 77-й номер, да, как прибежал на эту опасную ударную позицию. Но с ударом у Андрея не получилось. Атака Якутян. Хорошая передача. Мягкая на Лыткина. Лыткин должен цепляться за мяч. Лыткин, ну... Передача неточная получилась. И сейчас Арктика вот завелась. Так, и аут в пользу гостей. Было там падение, но мне тоже показалось, что все в рамках дозволенного. Игра в корпус. Ну и Владислав Плетнев, главный арбитр этой встречи, все тоже прекрасно видел. У Якутии есть ряд игроков, которые, ряд воспитанников, да, которые выступают в юношеских футбольных лигах, в юношеской футбольной лиге. До 18 лет, точнее, они там выступали. Я к этому еще вернусь. Сейчас атака Сахалина. Вновь Герасимчук с мячом на этом участке поля. И сейчас Кадырбеков. Вот как он цепляется, да, борется за мяч. Ох, тут здорово разобрался. Артем Турляков как-то вот даже по мини-футбольному, да, перекатывал мяч с ноги на ногу. Ну и видим, как у нас обе команды, да, заряжены на второй тайм. Сколько борьбы, да, стыков. Ну и вот на повторе мы видим, как Кадырбеков пытался, да, вот сохранить мяч и параллельно вот глазами искал своих сокомандников. Никита Угай выглядит, хотел сказать, уставшим, но, видимо, повреждение какое-то. За бедро держится капитан Арктики. Да, прихрамывает на левую ногу. Ну, если все-таки Угай не сможет продолжить, то это, конечно, ощутимая потеря для якутян. Кадырбеков, удар! Траектория, конечно, интересная. Свечой мяч направлялся в сторону ворот, и без проблем Лазарев мяч зафиксировал. Угай делает неточную передачу и сам вот разводит руками. По ударам в створ у нас только что инфографика вышла. И, как я успел заметить, уже 3 удара в створ у Арктики против 2 у Сахалина. Савин с мячом смещался в сторону правого фланга, и против него правила были нарушены. Ну так вот, у Якутии, да, есть представители, которые вот играли в юношеской футбольной лиге до 18 лет. И все они втроем, да, являются воспитанники вот
детской футбольной команды «Пульс» из микрорайона Марха. И представьте себе, все они одногодки. То есть в одной команде играли, все втроем в итоге попали вот в ведущие академии страны. В 2014, если мне память не изменяет, вот Мархинский «Пульс» стал победителем фестиваля «Кожаный мяч». И тогда вот после этого успеха ребята поехали в центр страны пробоваться вот различные академии, да. Так, Никита Фурин у нас попал в Академию Краснодара. Ну, посмотрим. Удар низом, да? Ну, ладно, если бы расстояние не такое большое было бы, но даже если бы вот не выбили защитники Арктики мяч, я думаю, у вратаря Арктики никаких проблем не возникло бы с фиксацией данного мяча. Ну и продолжая разговор, да, у нас Кирилл Корольков еще выступал за юношескую команду московского «Торпедо». Ну и, конечно, самый успешный, да, на данный момент у нас Артем Соколов. Вот после победы на фестивале «Кожаный мяч» Артемка переехал в Москву. С 2 попыток он все-таки устроился в Академию Чертанова, где он провел, ну, 7 или 8 лет, играя за юношескую команду. И вот в прошлом сезоне, когда вот первый сезон, да, вот ЮФЛ среди игроков до 18 лет у нас прошел, Артемка был в числе лидеров команды, стал лучшим игроком сезона, попал в символическую сборную и стал чемпионом юношеской футбольной лиги. Замена у Сахалина. И видим, что у нас готовится на поле выйти Денис Богомолов. Заменяет он Владислава Кона, автора единственного забитого мяча в настоящий момент. И Владислав Кон уходит. Были бы заполнены трибуны, конечно, я думаю, аплодисментами проводили бы Владислава. Хорошую встречу провел, очень был подвижен, активен и, конечно же, отличился от точным ударом. Еще раз нам показывает Владислава. Принимает нам поздравления от тренера, от своих сокомандников и отправляется на заслуженный отдых. Тем временем атака Сахалина завершается угловым. Ну так вот, Артем Соколов провел успешнейшие сезоны, да, за Академию Чертанова. Не раз признавался и лучшим воспитанником Чертанова в своей возрастной группе. Начал вызываться в юношескую сборную страны. Более того, в настоящий момент, вот, если я не ошибаюсь, но более 20 матчей в составе национальной команды он провел. И там результативные действия, конечно, тоже есть. Артемка Соколов у нас играет, ну, такого центрального полузащитника, акцентированного на атаку. Смотрим, подача с углового! Ух ты! Ну, с угловыми, да, в Южно-Сахалинске, видимо, все в порядке. Хорошо отработали этот момент футболисты гостей. Ну и в этом эпизоде Богдан Данилин мог удвоить преимущество своей команды. Ну и все-таки закончу, да, я вот рассказ о якутянах, которые сейчас выступают в ведущих лигах нашей страны. В этом межсезонье Артем Соколов подписал контракт с подмосковными «Химками». И сейчас вот все якутские любители футбола, да, начали болеть за «Химки». Но переживают, конечно, за Артема Соколова. И Артем Соколов провел хорошую предсезонку. Вот, не помню, как турнир назывался, да, там, но ряд клубов из РПЛ играли в зарубежной стране, и тогда вот Артемка Соколов сыграл 3 встречи и записал в свой актив 2 голевые передачи. Играл он против, например, Сочи, против Спартака и Рубина. И отметился он одним взятием ворот, но тогда было зафиксировано положение вне игры. Ну, конечно, это в статистику не идет, и сейчас Артемка у нас, Соколов, провел уже 4 встречи, вот как раз-таки вчера вот в рамках 6-го тура российской премьер-лиги, Тинькофф российской премьер-лиги, Артем Соколов сыграл 4-ю по счету игру в рамках РПЛ, сильнейшего дивизиона страны. Провел на поле порядка, наверное, 25 минут и не смог пока что результативным действием отметиться. Ну вот, есть у нас воспитанники, выпускники, да, ЮФЛ более старшей возрастной группы. И, конечно же, сейчас вот созданием соревнований, да, вот в таком новом формате среди игроков до 16 лет, конечно, мы надеемся на то, что и другие подключатся к успехам наших выпускников. Опасный момент. Кадырбеков прям напротив ворот был и пробивал, но заблокировали в последний момент якутяне. Удар после... Заблокировали мяч после удара 10-го номера Сахалина. Ну и видим, как сейчас Арктика пытается идти вперед. И ух, тут нарушение правил. Никита Никонов нарушал правила против
Алексея Башурова. Алексей Башуров — это у нас Эдгар Давидс якутского отлива. Ну, да, с очками играет у нас 14 номер якутяна. Есть определенные проблемы со зрением. И вот как и его знаменитый коллега, да, Пампулуа из Нидерландов, тоже играет в таких вот специальных очках. Ну что ж, стандартное положение. Смотрим, кто у мяча. У мяча Никита Угай. Но нет, он также отходит на свой фланг. И, по всей видимости... Кто у нас будет? Мяч вводить. Ну, как я понимаю, Никита Гамзяков. Да. Ну, это попытка пробить, наверное, скорее. На передачу это не очень было похоже. Ну и Никита Гамзяков не самый опасный удар нанес. Вот я в первом тайме, да, говорил, то, что помимо стадиона Туймада есть еще и у нас крытая большая арена, крытый футбольный манеж под названием Дохсун. То есть вот стандартное поле, да, и вот стандартное поле у нас находится вот в помещении, вот крытый прям футбольный манеж в прямом смысле. И у нас, как вы знаете, в республике очень долгая и холодная зима. Минус 50 это у нас стандартное, обычное дело зимой. И очень длинная зима. И, конечно, вот в зимний период времени у нас футбол, большой футбол у нас проводится вот в крытом футбольном манеже Дохсон. И сейчас первым на мяче был, конечно же, Илья Сиддиков. Отвел угрозу от своих ворот. Ну и вот сезон у нас же ЮФЛ завершается в октябре. Ну, к октябрю у нас уже тут снег будет, и на улице уже играть просто вот невозможно будет. Поэтому в Дохсуне у нас конец сезона. Арктика проведет в Дохсуне. Ну а пока погода позволяет, тем более сегодня в Якутске у нас солнечная такая комфортная погода. У нас, конечно же, матчи проводятся на поле стадиона Туймада, на самой большой спортивной арене республики, которая имеет трибуны вместимостью вот от 12 тысяч. Ух, какая у нас борьба в центре поля. И сейчас завладели мячом сахалинцы. Здорово сейчас. Передача на Кадырбекова адресовалась. И очень хорошую технику нам демонстрирует Богдан Данилин. Кадырбеков мяч получает. Ух, как развернулся и убрал под себя тоже мяч. Здорово. Передача на правый фланг. А вот подача с этого фланга получилась. Ну, вы сами все видели. Здорово себя проявляет вот Кадырбеков, да, и хорошо он взаимодействовал с Владиславом Аконом. Ну а сейчас атака Арктики. Смотрим, передача на Лыткина. Лыткин, ну бить попробовать нужно. Так, зацепили Лыткина. Падение штрафной. Не пенальти, не пенальти. Мы все прекрасно видели, что нарушение было еще до того, как 9-й номер вступил в штрафную. И это очень опасный момент. По фолам у нас 12 нарушений правил у Арктики против 6 у Сахалина. Ну, смотрим, Лыткин смещался в сторону центра, да. Готовил удар. Ну, тут, конечно, вот с двух попыток, да, все-таки уронили Арсена. Ну, сколько тут метров? Порядка 20. Ну и надо, конечно, пробовать бить. Алексей Башуров у мяча. Также у мяча Илья Левашкин. Ну, тут консультируются ребята. Ну и Башуров, по всей видимости, будет пробивать. Итак, дает свисток. Башуров бьет! И показалось, что мяч все-таки залетает в ворота, но нет. Второй очень важный сейв Ильи Сиддикова в этом матче. Ну, Башуров все сделал, конечно, здорово. Нет, Турляков пробивал. Башуров просто вот рядом стоял, и в итоге не он пробивал. Но влево от Сиддикова получился удар. Сиддиков сгруппировался.
молниеносно и угрозу отвел. Продолжает атаковать Арктика. Будет ли подача? О, здорово тут накрутил Баширов. Доводит мяч до центра. И есть удар! Ну, мимо. Было близко. Рядом со штангой мяч пролетел. Ну что ж, Арктика проводит очень хороший отрезок. Два опаснейших момента якутяне создали вот за минувшие 3 минуты. Все очень здорово выглядит. Вот мы видим, Артем Турляков. 6 уже ударов у одного только Турлякова. 4 в створ. Так, и замена в составе Сахалина. У нас выходит Ян Ромахов. А заменяет он Артема Герасимчука, тоже одного из самых видных парней в этой встрече. Артем Герасимчук, штатный исполнитель всех стандартных положений. Ну и отличился он и опасными ударами. И хорошую встречу, в общем, провел 8-й номер сахалинцев. Отправляется он отдыхать. Итак, Угай. Ставит корпус Лыткин. Ну, раз на раз не приходится, конечно. Не всегда 9-й номер вырывает, да, мячи в борьбе. Например, в этом эпизоде все-таки мячом завладели соперники. С обработкой у Угая в этом эпизоде не получилось. Мяч переводится на правый фланг. И сейчас Сахалин будет придумывать уже не быструю такую позиционную атаку. Скорее, Кадырбеков мяч отправил на фланг и тоже сам сместился на фланг. Очень здорово уходит от двоих соперников Кадырбеков. Ну, микроконтроль мяча, да, говорят. Этот потерял, конечно, и уже нарушал правила сам Кадырбеков. Но это скорее, знаете, вот тактический фол, конечно. Потому что могла Арктика в быструю контратаку выбежать, но, видите, нарушение правил, и все сахалинцы уже вернулись на свои позиции. Ой, как рискованно сейчас у нас двигается Константин Ковалев. Практически в последнего он играл в этом эпизоде и в обыгрыш пошел. С нервами у парня все в порядке. Перехватывает мяч Кадырбеков и сразу отправляет своего сокомандника бежать по правому флангу. Но Ян Ромахов, свеженький Ян, принял другое решение. Отыграл он своего сокомандника, хотя на свежих ногах, конечно, мог он пробежаться, да, по всему флангу. 66 минут команды отыграли, и у нас по-прежнему счет 1-0 в пользу гостей. Владислав Кон, который уже сейчас в качестве зрителя, да, уже сидит на скамейке запасных, автор единственного забитого мяча. Во втором тайме он был заменен совсем недавно. Ну и сейчас Арктика будет вводить мяч в игру. В Якутске, в целом в Якутии, футбол и мини-футбол очень любят. Это, пожалуй, один из самых популярных командных видов спорта. Вот наравне с волейболом, наверное. Вот прям в каждом районе республики у нас обязательно массово играют в волейбол, футбол, мини-футбол. И проводятся у нас и регулярные соревнования. То есть, например, это не собрались один раз и за 3 дня там выявили. И смотрим, удар. Опасно могло получиться. Выше ворот. И организовываются постоянно, ну, не кубковые соревнования, да, когда за 3 дня там выявили победителей и призеров, а вот помимо этого у нас проводятся еще и регулярные соревнования, которые вот на протяжении практически полугода, вот, сезон сезоном, да, как в ЮФЛ играем, то ровно так же у нас, в частности, вот мини-футбол у нас играют так. В Якутске существует, ну сколько лиг? Есть Суперлига, есть Высшая лига, есть первая, вторая и третья. Вот 4 лиги среди мужских команд, плюс у нас есть женская лига и лига ветеранская. Кстати, вот ветеранских вроде 2 лиги, то есть регулярно у нас мини-футболом играет очень большое количество людей. Также, ну, по большому футболу регулярных соревнований, конечно, нету. По большому у нас, конечно, проводятся чемпионаты города, чемпионаты республики, как раз таки на этом стадионе. Есть еще и традиционные турниры, да, которые вот проводятся прямо вот с 47-го года. У нас Кубок Победы проводится, это самый старый турнир, который проводится на территории республики. Не прям 45-го, но 47-го, ну, если не ошибаюсь, вот говорили, что 47-го
Вот ежегодно, но в этом году, конечно, не провели, в прошлом тоже, по понятным причинам. А до этого, конечно, стабильно у нас этот турнир проводился. Ну, есть множество вот кубков, есть и соревнования коммерческие. Ну, в общем, большой футбол, мини-футбол у нас в регионе пользуется бешеной популярностью. Ну ладно, хватит о футболе якутском. Давайте продолжать смотреть игру. На перехвате хорошо сейчас сыграли якутяне и мячом завладели. Но что получится придумать в этом эпизоде? Баширов с мячом отыгрывает назад. Ну, как я вижу сейчас, да, Арктика стала выше играть, ну, по положению игроков. То есть уже большее количество игроков как бы находится в центре. И дальше опасно. Опасно сейчас. Мог Жуйков выбегать 1 на 1 с вратарем, но с мячом совладать в этом эпизоде у Жуйкова не получилось. Ну, конечно, сейчас я говорю о том, что выше стала играть Арктика. Ну, не сказать, что прям настолько выше, но все-таки разница есть. Счет обязывает. Ну, как бы тут второй не получить. Тут, конечно, очень внимательно надо играть в защите. Как говорится, пан или пропал, да? Сейчас в скором времени, я думаю, вот именно начнется пан или пропал у команды Прокопия Федорова, потому что надо уже рисковать, чтобы зацепиться за очки в этой встрече. Ну или, конечно, в случае пропущенного мяча. Ну, судя по тому, что мы сейчас видим, конечно, второй получить это уже будет приравниваться к поражению. 70 минут остается играть. Ну, в смысле, 70 отыграли, остается играть 10. Ну и, конечно, сейчас уже, я думаю, уже нужно начинать. Ну, не идти вперед, сломя голову, но уже как-то уже понаглее, что ли, пробовать атаковать, пока мы движение-то видим с обеих сторон, да, ну, в частности, сейчас я говорю именно про Арктику. Движение есть, но нет какого-то вот именно, знаете, точности, что ли, в действиях. Так, ну тут досталось, конечно, футболисту Сахалина. Константин Ковалев мяч выбивал, находясь, да, вот близко от футболиста Сахалина, и мячом зарядил, но там, по всей видимости, в печень, что ли, попал. Ну, давайте смотреть. Хорошо, конечно, боролся. Да, неприятный момент. А досталось Илье Жуйкову. Ну, это футбол, тут такое, конечно, бывает. Это неприятно, но понадобится, наверное, некоторое время Жуйкову, чтобы прийти в себя. Нет, он даже поле не стал покидать. Полежал, подышал, восстановил дыхание и готов биться дальше. Еще одна замена готовится у Сахалина. Ага, кстати, Жуйков, вот, кстати, на замену и ушел, да, собственно. Совпало. Таким образом, Илья Жуйков у нас покидает поле, и вместо него выходит Владислав Кузнецов. Ну, Жуйков очень хорош был в конце первого тайма и в начале второго. Очень много получал мяч и хорошо себя проявлял. Очень активен был и в борьбе, и в подыгрыше. Так, а Владислав Кузнецов, кстати, у нас лучший бомбардир футбольного клуба «Сахалин». На его счету 4 мяча. Так сказать, Джокер. Джокера выпустил Антон Бугинский. И давайте смотреть, как же себя проявит Кузнецов в этой встрече. Вновь звучит свисток. 4 мяча у Кузнецова. Столько у Лыткина, у 9-го номера якутян, который вот сейчас против него были нарушены правила. Так, еще одна замена. Замена у якутян. Поле покидает Никус Татаринов. Кстати, вообще малозаметен сегодня был. И вместо него выходит у нас Максим Капролов. Вносит изменения в состав Прокопий Федоров. Ну да, тут свежие ребята нужны под занавес встречи.
Ну что придумает Арктика в оставшееся время? А время у нас идет, и время играет в пользу гостей. Остается играть 7 минут основного времени, и я вот не думаю, что будет добавлено прямо много. Остановки-то были, но прям таких затяжных пауз у нас не было. Ну вот последние минуты, да, незаметно, чтобы у Арктики горели глаза, что все ребята были на носочках, как говорится, да, и что вот были заряжены вот провести активно последнюю 10-минутку. Все-таки вот усталость, как по мне, она наблюдается. Ну вот Лыткин, несмотря на то, что далеко не спринтер, вот как он бежит, борется, цепляется. Ну вот всем нужно, я думаю, сейчас вот так активно включаться. Я думаю, в Арктике, конечно, есть ребята, которые быстрее Лыткина. Они, безусловно, есть. И вот если бы все как бы активно также прессинговали соперника, может быть, как-то из зоны комфорта могли бы, да, вот вывести сахалинцев и что-нибудь допридумать. Но это не моя работа, это работа Прокопия Федорова. Мое дело комментировать происходящее для вас. Я думаю, у Прокопия, конечно же, есть план. Но для реализации, да, вот каких-либо идей остается все меньше и меньше времени. Грубо говоря, 5 минут с небольшим остается играть. Это я говорю про основное время. Ну что ж, Арктика. Что будем делать? Но сейчас надо обороняться. Мяч получает Андрей Савин. На левом фланге он может пойти в обыгрыш, мы это прекрасно знаем. И мягкая передача, хорошо! Вот тут Гамзяков подстраховал. Если бы не Гамзяков, там на дальней у нас был футболист Сахалина. И, конечно же, это уже был выход 1 на 1. Арсен Лыткин получает мяч, против него нарушают правила. Нет, нет, по мнению главного арбитра. И сейчас у нас продолжается атака сахалинцев. Андрей Савин носит мячом, внешне хорошо закручивает в центр штрафной. Так, ну тут опасно, и выбивать надо. Выбить мяч любой ценой. И у нас нарушение правил было. И желтую карточку получает игрок Сахалина. Высоко поднятая нога, как я понимаю, Кадырбеков, капитан команды, получает желтую карточку. Опасная игра. Нурсултан Кадырбеков сегодня, конечно, он много проявлял себя. Но давайте смотреть. Ну, видимо, вот этот стык. А Кадырбекову желтую, видимо, за удар после свистка, что ли. Ну, пока мы пытались, да, разобраться с моментом, у нас тут столкновение в центре поля. Лыткин досталось. Ну да, все-таки точно желтая Кадырбекову. И, как я понимаю, все-таки за удар после свистка. Не приветствуются, конечно, вот такие действия, потому что все мы знаем, что вратари народ суеверный, что... Ну, к этому я вернусь, а тем временем замена. Андрей Савин поле покинул, вместо него вышел Артем Полякин. Ну вот, вратари народ суеверный, и, конечно, вратарь, да, любой вратарь, у него там очень большой объем именно работы головой, в том плане, то, что надо постоянно вот сохранять концентрацию, спокойствие на протяжении всей игры. Вот, например, если так, ну тут опасно! Да, чуть ли не начудил Илья Сиддиков. И Лыткин, конечно, тут был рядом, и ну, смотрим. Да, не получилось обработать, и мяч в итоге на угловой ушел. Ну так вот, и вот когда бьют после свистка и так далее, это выводит вратарей из равновесия, из концентрации. Поэтому, конечно, это карается все дело желтыми карточками, как это у нас случилось. Никита Гамзяков подает. Так, ну Лыткин же был там. Доиграть эпизод, доиграть. И угловой еще один будет. Но казалось бы... Стоял Лыткин, да, примерно в той области, куда мяч направлялся, и рядом с ним еще кто-то был из его сокомандников. Ну вот как-то не получилось, да, пробить. Еще одна подача, смотрим, есть удар! Бисиклета на стадионе Туймада, ну не совсем бисиклета, ножницами пытался пробить в этом эпизоде.
Артем Турляков. Но почему нет, если это единственное верное решение? Если по высоте и по траектории мяч так летел, когда неудобно играть головой, конечно, нужно пробовать вот такие акробатические этюды выполнять. Так, ну, подергал тут за маечку Ярослав Волошин. И последние минуты данной встречи. Сахалин, заметьте, он не сел, да, вот на своей половине поля. Сахалин все равно активно продолжает работать. И видим, вот сколько футболистов Сахалина, да, вот принимают участие в этой атаке. Вот. Очень высоко играют сахалинцы. Нет никакой идеи закрываться. Ну и тут, конечно же, речь идет еще и о том, что Арктика невысоко играет. А зачем сидеть дома, если твои соперники, да, вот находятся на своей половине поля. Вырывают мяч, вот царапывают мяч футболисты Сахалина, и будет угловой. Вот не знаю, было ли слышно вам, но я Прокопия Федорова слышал отчетливо. Ну, Прокопий у нас на самом деле очень сдержанный тренер, не из тех, кто вот у кромки поля стоит, очень активно орет. Прокопий Федоров немногословен, но в плане того, что говорит только по делу. Ну, давайте смотреть. Подача с углового. И дойдет дело до удара? Нет, мимо всех пролетел мяч. От ворот. 4 минуты. Ух ты, даже так. Владислав Плетнев добавляет 4 минуты. Ну, основное время у нас вот завершается. Напоминаем, что на этих соревнованиях у нас футболисты играют по 40 минут. 40 минут длится тайм. Ну что ж, сколько сил осталось у Арктики? Это мы узнаем в ближайшее время. Ну, в принципе, уже это видно. Что сил, конечно, не так много, как хотелось бы. Но, по крайней мере, с ног не валятся якутяне. И вот все оставшиеся силы нужно сейчас подключать резервы. И попытаться что-нибудь допридумать. Ну, конечно, Сахалин здорово эту встречу провел. Забил гол и играл по счету. И не в том плане, то, что Сахалин закрылся. Нет, Сахалин продолжал играть в своей манере. Полагаю, что в своей манере. Ну, то есть не закрывался и при возможности атаковал. И учитывая то, что Арктика очень глубоко, очень низко, да, сидит, низким блоком играет. Сахалин тоже очень высоко играл в свою очередь. И вот при первой же возможности всегда вот не боялся идти вперед, атаковать и даже применять какие-то такие техничные какие-то действия из разряда Джога Бонита. Это мы говорим, конечно же, про Владислава Кона и Нурсултана Кадырбекова. Ну, команда очень мне понравилась, как Сахалин эту встречу провел. Команда играет спокойно, уверенно. И она вот очень близка к тому, чтобы записать в свой актив очередные 3 очка. И тогда уже 20 пунктов будет у команды из Южно-Сахалинска. И очень интересно будет посмотреть на турнирную таблицу, насколько они приблизятся к лидерам. Но тут, конечно, Сахалин не будет спешить. Да, собравшиеся люди, конечно, негодуют, но Сахалин, конечно, спешить никуда не будет. Время играет за них. И мы видим тут уже игрок на газоне. Так, но я не буду говорить ни в коем случае, что, конечно, у нас идет затяжка времени. Нет, но тут ребята, конечно, 80 минут побегали. Ножки забиться, конечно, могут. Ну и по фолам вот. Айтал Филиппов в лидерах. 3 нарушения правил у Айтала за 80 минут. Тем временем подача в штрафную. Скидка. Вряд ли этот удар. Скидка. Никто не откликнулся. Ну и выносит мяч далеко вперед. Вратарь на Лыткина. Ну тут против Лыткина, конечно. Игрок спиной не в прыжке был, но, конечно, принимал мяч. И тут толчок. Безусловно, нарушение правил. Ну, спешить надо, Никита.
Надо спешить. Вот мы видим даже, как неспешно возвращается Сахалин-то обратно. Вот сейчас могли быстренько, да, вот развести мяч. А нет, тут дело оказывается в том, что Плетнев сразу указал-то, что... Не-не, ребят, вы не там разыгрываете, надо вот ближе к центру поля. Ну и, по всей видимости, еще и показал свисток, да? Все футболисты, включая вратаря, в штрафной Сахалина. Смотрим, меньше 50 секунд остается. И ха-ха! Мяч-то отправлялся в сторону Александра Лазарева. Но и сейчас нужно скорее возвращаться. Посмотрим, как Александр Лазарев быстро у нас бегает. Ворота-то пустые, сейчас можно уже пробивать. Так, положение вне игры фиксируется. Ну и остается буквально всего ничего, 20 секунд. Но также надо идти всему. Что уж тут, проигрывать 2-0 или 1-0. Идти вперед. Попытаться, авось, как говорится. Ну что ж, и сейчас последние секунды встречи. Пробует пробить издали Алексей Бушаров. И, по всей видимости, это концовка встречи. Ну и Владислав Плетнев дает финальный свисток. 1-0. С таким итогом у нас завершается данная встреча. Сахалин набирает 20-е очко. В следующем туре Сахалин дома сыграет с Вулканом из Петропавловска-Камчатского. Что касается Арктики, то она дома примет СШОР номер 2 из Комсомольска-на-Амуре. Ну что ж, дорогие друзья, 1-0. Единственный мяч на счету Владислава Кона. Победа Сахалина. Для вас футбол смотрел Василий Сергеев. Ну а далее нас ждут еще комментарии участников данной встречи. Оставайтесь с нами.
Друзья, рядом с нами Владислав Кон, полузащитник футбольного клуба «Сахалин», автор единственного мяча. Итак, Владислав, поздравляем вас с победой. И как оцените вот игру своей команды вот сегодняшней встречи? Ну, в плане игры у нас вроде все получалось, но могли и лучше. Мы дома выходили с полным настроем и выигрывали спокойно. А здесь у нас в некоторых моментах не получалось, некоторые моменты мы не дорабатывали. Ну а так вполне прилично сыграли. Вот сегодня Сахалин создал прям ряд моментов именно вот с углового. Вот, на тренировках часто вот какой акцент делается вот именно на угловых? Акцент делается на дальнюю штангу, либо на ближнюю. Но большую часть мы пробуем на дальнюю, потому что у нас есть хороший защитник высокий, Глеб Родионов. Он больше умеет играть головой. Ну и как мы увидели, вы тоже неплохо, да, играете головой. Но если говорить в целом о турнирном положении, до старта этой встречи команда находилась на 5-й позиции, имея 17, теперь уже 20 очков. В целом, как оценишь вот текущее положение команды в таблице? Ну, сейчас у нас в таблице идет все ровно, мы побеждаем. Но в первом круге у нас ничего, у нас не получалось реализации. В этом кругу мы собрались и готовы побеждать. Ну что ж, желаем удачи в дальнейших играх. Спасибо. Ну, у нас сейчас есть возможность пообщаться с главным тренером Сахалина Антоном Бучинским. Итак, Антон Евгеньевич, как оцените игру своей команды в этой встрече и что можете сказать вот касательно соперника? Свою игру оцениваем то, что увидели два разных тайма. Первый тайм при полной, так сказать, полном доминировании. Инициатива была за нами, не забили свои моменты. Во втором тайме низко, сели сильно низко, поэтому у команды хозяев появились моменты. Поэтому будем разбирать. Не хватило физически. Может быть, дорога сказалась тяжелая, потому что добирались тяжело. Может быть, то есть двое у нас травмированных играли с травмой. То есть будем разбирать, смотреть. Сейчас пойду пообщаюсь с ребятами, как у них самочувствие. То есть, а сопернику хочу сказать спасибо. То, что я говорю, если брать домашнюю игру с ними и здесь игру, то есть две разные команды. То есть команда прибавила. И плюс мы увидели, я говорю, честно удивлен. Думал, второй тайм опустят руки, а нет. Молодцы, вышли. Я говорю, тоже простили пару раз. То есть, только спасибо могу сказать. Вот ваши подопечные как себя чувствуют? 12-й тур, ну, второй круг, это уже, конечно, уже новая история, да, в целом, вот есть ли усталость и вообще какова атмосфера внутри коллектива? Атмосфера отличная, то есть ребята в принципе физически готовы, усталости нет. Единственное, есть кадровые проблемы, то есть есть травмированные. А если в плане усталости, то все хорошо. Проделали между кругами хорошую работу, поэтому, думаю, должно хватить до конца сезона. Ну, сегодня набрали 20 очко, вот гонка за лидерами продолжается. Вот какие цели стоят перед командой вот, в оставшийся матч? Ну, опять же говорю, выходим на каждую игру брать 3 очка. То есть, как оно будет дальше, мы себя не списываем, мы также гонимся за призовые места, себя не списываем. То есть, сейчас задачи одни, выходить и в каждой игре по максимуму добиваться победы. Слушай, спасибо большое. Спасибо. Удачи в следующей игре. До свидания. Спасибо. Рядом со мной игрок футбольного клуба «Арктика» Илья Левашкин. Итак, Илья, вот
уступили сегодняшней встрече, да, после такого разгромного поражения от Благовещенска. Сегодня, вот, несмотря на все старания, вот, тоже вот уступили. Что не получилось у команды? Нам не получилось держать мяч, так как соперник все время прессингует. Ну, то есть очень мало было времени на то, чтобы подумать, отдать, допустим, в центр. Ну, мы старались играть от флангов в данной игре. Ну и в конце вот мне показалось, да, то, что нету такого вот, ну, рвения. Ну, казалось, что вот команда подсела немножко. Вот в плане физики, вот как себя чувствует команда? Ну, конечно, устали в первом тайме, набегались, подышали в перерыве. На втором тайме вышли более свежие, но все равно уже сил меньше, естественно. Больше бегали, больше острых моментов. Ну, вот так получилось. А какой был геймплан вот на вторую 40-минутку? Мы делали перестановку, чтобы у нас скоростные игроки играли на фланге. Ну, больше играть через фланг также. Больше обострять, больше передач в зону 11 метров. Все. Ну что ж, желаем удачи в следующих играх. Друзья, рядом с нами главный тренер футбольного клуба «Арктика» Прокопий Федоров. Итак, Прокопий Владимирович, как прокомментируете вот минувшую игру? Ну, ребята молодцы, сыграли так очень даже хорошо. Второй тайм могли забить, там у нас 3 момента было таких 100%, забей вот эти голы, то результат был бы другом. А в первом тайме у нас какой-то был мандраж, и владение мячом у нас совсем не получалось, и передачи какие-то, ну, все мимо. Из-за этого потери за потерей, и в результате в первом тайме пропустили гол. Ну, соперник нам уже известный, да, встречались в первом круге, естественно. Вот как готовились к Сахалину вот именно в рамках домашней игры? Ну, мы, получается, да, с Сахалином первую игру сыграли 3-1. Получается, и, ну, они так хорошо держат мяч у себя дома. И контроль мяча у них хороший. 10-й номер, Нурсултан, что ли, его зовут. И, да, капитан команды, он всю игру делал. Ну, поэтому дал задание, чтобы с ним сыграли, ну, индивидуальную опеку. И вроде бы ребята справились с задачами, но еще работать и работать. Но мы знаем, то, что следующая игра тоже домашняя. Вот, да. Должна приехать команда с ШОР номер 2 из Комсомольска на Амуре. То есть это получается некое преимущество, да, к следующей игре. У нас нету вылетов, то есть готовимся дома. Как будем готовиться вот, к встрече с ШОР номер 2? Ну, с ШОР номер 2 мы с ними сыграли, получается, счет был 4-0. Они там 3 гола забили нам с углового. Сейчас уже будем настраиваться, чтобы не пропустили с угловых и забить самим. Ну что ж, желаем удачи в следующих играх. Спасибо.